безусловно, с началом движения иметь включенный ближний свет фар, даже днем. Первое – это мотоциклы и мопеды. Мотоциклы и мопеды с началом движения даже в светлое время суток должны иметь включенный ближний свет фар. Либо светлое время суток один из трех вариантов. Либо отдельно ближний, либо ходовые огни, либо противотуманки. Движение без включения ближнего света, либо противотуманок на мопеде и мотоцикле запрещено. Требование включения ближнего света фар на мотоциклах и мопедах обусловлено тем, что вследствие небольших их размеров, высокой маневренности и динамичности различить их на дороге труднее, чем другие ТС. Данное требование, вот тоже интересный момент, данное требование с 1993 года стало обязательным для всех стран-участниц Конвенции о дорожном движении, в которую были внесены соответствующие поправки. Наша страна также входит в Международную конвенцию, о дорожном движении. Кроме того, анализ аварийности показывает, что мотоциклы с включенным ближним светом фар реже становятся участниками, что у нас, дорожно-транспортных происшествий. Второе. Даже днем, в светлое время суток, для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены один из трех вариантов. Либо ближний свет фар, либо противотуманные, либо ходовые огни при движении в транспортной колонне. При движении в транспортной колонне. То есть у нас было определение транспортная колонна, было определение организованная транспортная колонна. То есть необходимость таким образом обозначить организованную транспортную колонну связана с повышенной опасностью при попытках пересечь ее при движении. То есть тоже вот показано, посмотрите на экран, двигается организованная транспортная колонна. На автобусах должен быть включен ближний свет фар. Третье. В светлое время суток должен быть включен либо ближний свет фар, либо отдельно противотуманные фары на маршрутном транспортном средстве, который движется по специально выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, но навстречу общему движению. На МТС, движущимся по специально выделенной полосе навстречу движению. А включенный ближний свет на маршрутных ТС, движущимся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку ТС, привлекает внимание, повышает информативность этих ТС, предупреждает других участников дорожного движения об опасности. Четвертое. Водители автобусов, перевозящих группу детей, должны обозначить автобус опознавательным знаком квадратным. Это опознавательный знак автобуса, перевозящего группу детей. И в движении, даже в светлое время суток, обязан включить либо ближний свет фар отдельно, либо отдельно противотуманные фары. Организованная перевозка группы детей. Правила говорят, что это организованная перевозка 8 и более детей в автобусах, которые не относятся к маршрутным, что бывает, когда детей везут на какие-то там, например, мероприятия. Эти автобусы собираются в организованные транспортные колонны. То есть это группы транспортных средств, состоящие из 3 и более механических транспортных средств, следующих по одной полосе непосредственно друг за другом, конечно, обязательно с включенным светом фар, в сопровождении специальных транспортных средств с включенными маячками синего и красного цвета. Это могут быть как колонны автобусов, перевозящих тех же, например, детей, так это могут быть какие-то военные колонны, военный транспорт, а могут быть какие-то другие транспортные средства, перевозящие какие-либо, например, гуманитарные грузы. Пятое. Фары ближнего света отдельно, либо отдельно противотуманные фары должны быть включены на транспортные средства при перевозке опасных грузов. При перевозке опасных грузов, движении тяжеловесных и или крупногабаритных ТС. А столкновение с крупногабаритными тяжеловесными ТС автомобилем, перевозящим опасные грузы, естественно, могут иметь очень серьезные последствия.
Кроме того, необходимо проинформировать других участников дорожного движения об опасности. На тяжеловесных либо крупногабаритных транспортных средствах. Ближний свет фар, либо свет во время суток вместо ближнего отдельно. Противотуманные фары должны быть включены при буксировке механического транспортного средства на буксирующем транспортном средстве. Буксирующий тащит. Включает либо ближний свет фар, либо отдельно противотуманные фары. Буксируемое транспортное средство, неисправное буксируемое, обозначает себя включением аварийной световой сигнализации. То есть транспортное средство, занятое буксировкой другого, создает на дороге определенные трудности и неудобства для других участников дорожного движения из-за своей увеличенной длины. Поэтому данный пункт требует дополнительно обозначить буксирующий ТС включением ближнего света фар. На второй машине мы видим буксируемая механическая ТС, мы видим включена аварийно-световая сигнализация.